предпосылками разработки данной методики и данной классификации являются несколько факторов. И первый основной фактор, конечно же, это то, что Крымско-Татарский ресурсный центр на протяжении уже нескольких лет работает над тем, чтобы формировать список по, скажем, в соответствии с законами, аналогами акта Магнитского для тех стран, для тех 6 стран, у которых есть данный закон-аналог. Соответственно, для того, чтобы мы понимали, что в этих процессах, что виновными в преследовании наших граждан являются в том числе или в первую очередь которые не только носят погоны, но и в том числе люди, которые непосредственно являются политиками. И поэтому в этом случае мы должны понимать, что нам нужно учитывать все эти моменты. Второй предпосылкой, конечно же, является то, что было заявлено о том, вернее, на сайте Минреинтеграции был размещен законопроект, о переходном правосудии, в котором вообще отсутствует слово «коллаборант». И поэтому вопросы, они постоянно были актуальными и открытыми в украинском обществе. Для того, чтобы как рассчитывать или как вспомогательную форму, вот здесь как раз мы должны и были подумать, как это осуществить и каким образом на все это повлиять. Поэтому мы и начали разрабатывать, вернее, на основании всех этих наработок, в том числе и Магнитского и так далее, мы начали разрабатывать данную методику и, соответственно, уже разработали тест, который планируем на днях уже опубликовать в социальных сетях, у себя на сайте, для того, чтобы можно было реально проверить. Теперь мы, конечно же, опробировали данный тест на определенных людях. То есть мы конкретно взяли ту же госпожу Поклонскую, которая участвовала непосредственно в процессе оккупации и, соответственно, дальше продолжала действовать, в том числе и принимала решения и участвовала непосредственно в преследовании наших граждан. И взяли мы условных там депутата местного совета и условных там врача и так далее. И, соответственно, мы рассматривали этот вопрос в контексте, опять же, рассматривали для того, чтобы можно было как-то оценить. И в первую очередь, конечно, эта методика, она позволяет гражданскому обществу, общественным организациям, международным организациям более четко оценить и, соответственно, уже вносить или не вносить в списки, для того, чтобы было больше обоснования. Что касается правоохранительных органов или спецслужб Украины, или органов, в компетенции которых находится данный вопрос, в контексте криминального преследования, то здесь, конечно же, компетентные органы должны подобрать или собрать доказательную уже базу и, соответственно, применять уголовно-процессуальный кодекс.